Служить Родине, защищать целостность страны – это священный долг каждого мужчины. Суровые испытания военной жизни закаляют характер военнослужащих, которые охраняют мир и покой граждан. Как воспитать настоящего офицера? Об этом хорошо знают в военном лицее имени Даиры Асанова. Несмотря на праздник, курсанты соблюдают распорядок дня. В 6 часов утра дежурный дает сигнал о подъеме на утреннюю физзарядку. В лицее весь день расписан. После подъема пробежка, потом заправляем постель, умываемся и завтракаем, после чего начинаются занятия. Хочу стать офицером, защитником своей родины. Сначала было трудно соблюдать дисциплину и распорядок. Потом привык и не жалею, что выбрал военную профессию. Военный лицей в основном поступает после 9 класса со всех областей республики. Абитуриенты, прошедшие медобследование, сдают экзамены по физподготовке. Это одно из главных требований военного учреждения. Военный лицей поступает после 9 класса, обучаются 2 года. На 1 и 2 курсах параллельно со специальными дисциплинами проходят программу 10 и 11 классов. Наша цель, чтобы курсанты продолжили обучение в военных институтах, где готовят офицеров. В программу подготовки включены дополнительные занятия по физической подготовке. На часах практически 7 утра. С минуты на минуту дневальный даст команду «Подъем». И далее солдаты приступят к физическим занятиям. Отметим, в честь праздника сегодня солдаты спят на час больше. В такие же дни подъем строго в 6 утра. На заправку постели и утренний туалет дается 5 минут. Здесь каждое движение нужно выполнять точно, а главное быстро. Далее по расписанию завтрак. Сначала солдат, возглавляющий роту, на приеме пищи докладывает о ситуации дежурному. В меню каша, хлеб, колбаса, сыр, масло и чай. Служба в армии – почетная обязанность каждого мужчины, а для Дастана Базарбаева это еще исполнение детской мечты. С детства мечтал, чтобы пройти именно сюда, служить здесь, служить Родине, защищать. Последняя ситуация в Баткене, после этого я вот прям, так можно сказать, серьезно взялся, прям настроился служить. То, что мы здесь научились, в случае чего всегда готовы пойти воевать, защищать свою Родину. Армейские будни – это постоянные тренировки, марш-броски, занятия по рукопашному бою и многое другое. В скором времени рядовым предстоит совершить первый прыжок с парашютом. Наша бригада является основным боевым подразделением Национальной гвардии Кыргызстана, способная решать оперативные и тактические боевые задачи в военных конфликтах различного характера. Чтобы проходить здесь службу, бойцы должны показывать самые высокие результаты. Как говорится в одной известной пословице «Война войной, а обед по расписанию». Солдаты приходят на обед словно на праздник. Выстроившись в колонны, они поют песню. На обед сначала гороховый суп, на второе плов. Кроме того, печенье, конфеты, бурсоки и 2 вида салатов. Каждый день кушаем кашу. Обед первое, второе. На вечер суп. Да, кормят вкусно, наедаемся. 5 килограмм вес алдым өзім. Так точно. Россияда жұмыс қылып жүреді алар. Пользуясь случаем, хочу передать привет своим родителям, которые сейчас находятся в России. Не волнуйтесь за меня. Служить в армии мне нравится. Все хорошо. Обещаю, что я с гордостью буду защищать нашу Родину. Кто, если не мы, будет защищать нашу Родину? Здесь проявляется истинный патриотизм. В армии я стал дисциплинированным. Нас научили уважать друг друга. Здесь также мы тренируем силу воли. Год пролетит как одно мгновение, а опыт останется на всю жизнь. Улу Мухтарбек, лейтенант Мухтарбек Сулайманов, мынакей ушул парадный кийип жүргөн кийимдери. Лейтенант Мухтарбек Сулайманов впал смертью храбрых во время таджикского вторжения в Баткенскую область. Личные вещи героически погибшего военнослужащего командир воинской части передал его родным. Сегодня они с гордостью хранят военную форму Мухтарбека. Его мама и по сей день не может поверить в произошедшее.
Мой сын не вернулся. Он, не задумываясь, отдал свою жизнь за страну, за свой народ. Он любил рисовать. Это его автопортрет. Иногда обманываю себя и жду, что он войдет в дверь и скажет: «Здравствуй, мама, я вернулся». Когда Мухтарбек был подростком, говорил, что мечтает о профессии военного. Он много и хорошо готовился к поступлению в военный лицей имени Даира Асанова. Успешно окончив это учебное заведение, продолжил обучение в военной академии Санкт-Петербурга. В 2021 году по возвращению на родину продолжил военную службу в городе Ош. Будучи командиром взвода, он остался в памяти как образцовый военнослужащий. Он был настоящим офицером, с честью и достоинством, исполнял свой воинский долг с ответственностью и полной выкладкой, выполнял все возложенные на него обязанности. Мухтарбек женился за 3 месяца до своей гибели. Наряду с ним, защищая родину от агрессора, свои жизни отдали десятки наших солдат. Все они герои, которые до последнего мужественно и самоотверженно бились за свою страну. Также в Национальной филармонии почтили память погибших защитников Баткена. Сюда были приглашены родители военнослужащих, вдовы, не вернувшихся с мест боевых столкновений осенью прошлого года. Свою признательность за молодых ребят ценой своей жизни, отстоявших рубежи нашей Родины, выразил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Дорогие кыргызстанцы, товарищи солдаты, прапорщики, лейтенанты, капитаны, хочу выразить свою искреннюю признательность и слова благодарности родителям наших солдат, которые, не жалея своей жизни, защитили и сохранили целостность нашей с вами Родины. Низкий им поклон за таких сыновей. Мы делаем все возможное, чтобы мир внутри страны был нерушимым, чтобы ее территориальная целостность была под надежной охраной. Это одна из самых приоритетных задач, поставленных перед нами президентом нашей страны. Если кто-то пожелает также посягнуть на нашу территорию, на мир и жизни наших граждан, мы дадим достойный отпор. Укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности сегодня одна из главных задач государства. Для этого с 2021 года государство начало закупать современное вооружение и военную технику, бронетехника, автомобили повышенной проходимости «Тигр» и другое современное вооружение. Впервые в истории независимости страны за счет бюджетных средств была приобретена специально подготовленная для нашей местности новая военная техника в таком количестве. В том же году на вооружение страны поступили турецкие беспилотники «Байрактар», которые уже зарекомендовали себя в разных частях мира. Для усиления обороноспособности и пограничной безопасности Кыргызстан продолжает приобретать новую технику. Одно из недавних приобретений – модернизированный мобильно-зенитно-ракетный комплекс «Печора-2БМ». Кыргызстан системно закупает как традиционное вооружение, так и совершенно новые комплексы. Важно и то, что происходит усиление той сферы, которая десятилетиями ослабевала, а именно защита воздушного пространства. Кыргызстан известен многим странам своим гостеприимством, строит свою военную политику на принципах повышения обороноспособности, и поэтому укрепление вооруженных сил для обеспечения национальной безопасности является одной из главных задач государства. Для обеспечения безопасности страны и повышения боеготовности вооруженных сил из госбюджета выделяют миллиарды сомов на ремонт и модернизацию военной техники. В 2022 году для достижения этих намеченных целей по решению главнокомандующего вооруженными силами Кыргызской Республики были выделены достаточные суммы денежных средств республиканского бюджета для обеспечения потребностей Министерства обороны в автомобильной технике, боеприпасах, материально-технических средствах. Также закупили новый вертолет Ми-17. Также отремонтировали несколько вертолетов. И на сегодняшний день наш летный состав
полностью обеспечены необходимым обмундированием, обуви. Впервые в истории с момента образования вооруженных сил такая сумма выделяется из республиканского бюджета. Раньше у нас военная техника, обмундирование и другие материальные средства всегда поступали по линии военно-технической помощи. Продолжают в стране также улучшать условия жизни военнослужащих и в первую очередь значительно повышать им заработную плату. Так, с 1 октября прошлого года заработная плата военнослужащих была увеличена до 80%. Также важно, чтобы у военнослужащих была и крыша над головой. Сотни семей уже получили ключи от новых квартир. Вот последнее, то что и беспилотники, и вертолеты. На сегодняшний день, я насколько информирован, уже 8 вертолетов боевых у нас сейчас, может, на крыло поставили уже 8. Раньше 2, 1 летали. Мы говорили о повышении зарплаты военным. Я думаю, что если такими темпами, то как-то мы, военные уже, особенно те, кто на пенсии, мы очень верим, надеемся на нашу молодежь и руководство, что армия, не только армии, а силовым структурам, всем силовым блокам уделяется огромное внимание. И в социальном, и в военном, и в техническом плане. Все эти действия направлены на укрепление обороноспособности Кыргызстана, обеспечение стабильности и безопасности страны. За последние годы обороноспособность войск усиливается как никогда. Эрлан Джуншалиев, Азамат Джапаков, Ала-То 24. Итоги недели.